Здравствуйте! Сегодня мы подведем итоги по предмету «Искусственный интеллект» и тема сегодняшнего нашего урока – заключение. Одним из приоритетных направлений исследования в области Computer Science, компьютерных наук, является искусственный интеллект. Это важно, потому что люди несовершенны, они устают, испытывают эмоции и очень часто думают нерационально. Кроме того, в самой человеческой природе есть изъян, который порождает преступность, коррупцию и прочие нежелательные явления. Роботы лишены этих недостатков. Тем не менее, для того, чтобы заменить людей в критических областях, роботы должны иметь интеллект, как у людей. Первые коммерческие успехи применения промышленных роботов явились мощным импульсом для их дальнейшего совершенствования. В начале 70-х годов появляются роботы, управляемые компьютерами. Первые промышленные роботы с развитой сенсорной системой и микропроцессорным управлением появились на рынке и получили практическое применение в 80-х годах. Прежде всего на сборке, дуговой сварке, контроле качества для взятия неориентированных предметов, например, с конвейера. Как самостоятельная дисциплина компьютерное зрение зародилось в начале 50-х годов. В 1951 году Джон фон Нейман предложил анализировать микроснимки при помощи компьютеров путем сравнения яркости в соседних областях снимков. В 60-е начались исследования в области распознавания машинописного и рукописного текста, а также в области классификации хромосом и клеток в изображениях, полученных с микроскопа. К этому же периоду времени относятся первые попытки моделирования нейронной деятельности человеческого мозга для решения задач компьютерного зрения. Алгоритмы – огромная часть современного мира. Предоставляя нашим повседневным техническим инструментам описательные инструкции, необходимые им для выполнения конкретных задач, мы можем автоматизировать многие процессы, которые людям приходилось выполнять вручную в течение тысяч лет. Кроме того, алгоритмы помогают формировать интенсивные вычисления, которые привели к некоторым из величайших открытий в медицине, науке, технике и других областях. Без конкретных формул, которые предлагают ответы на самые сложные уравнения, известные нашему виду, мы никогда не смогли бы улучшить жизнь в том виде, в котором мы ее знаем. Главное отличие теории нечетких множеств от классической теории четких множеств состоит в том, что если для четких множеств результатом вычисления характеристической функции могут быть только два значения 0 или единица, то для нечетких множеств это количество бесконечно, но ограничено диапазоном от 0 до единицы. Понятие нечеткой и лингвистической переменных используется при описании объектов и явлений с помощью нечетких множеств. Экспертные системы – основная разновидность интеллектуальных систем. Экспертная система – это система, которая использует человеческие знания, встраиваемые в компьютер для решения задач, которые обычно требуют человеческой экспертизы. Такие системы могут использоваться не экспертом для улучшения их способностей и возможностей в решении задач определенного класса в конкретной предметной области. Экспертные системы могут быть также использованы для распространения источников редких знаний. В конечном счете, такие системы могут функционировать лучше, чем некоторые отдельные эксперты. Люди при выработке решения или суждения в специфической, обычно узкой области экспертизы. Эта возможность может иметь значительное влияние как на деятельность таких профессиональных консультантов, как финансовые аналитики, юристы, аудиторы и другие, так и на организации и их менеджмент. Машинное обучение – это наука о том, как заставить искусственный интеллект учиться и действовать как человек, а также сделать так, чтобы он сам постоянно улучшал свое обучение и способности на основе предоставленных нами данных о реальном мире. С помощью машинного обучения искусственный интеллект может анализировать данные, запоминать информацию, строить прогнозы, воспроизводить готовые модели и выбирать наиболее подходящий вариант из предложенных.
Особенно полезны такие системы там, где необходимо выполнять огромные объемы вычислений, например, банковский скоринг, расчет кредитного рейтинга, аналитика в области маркетинговых и статистических исследований, бизнес-планирование, демографические исследования, инвестиции, поиск фейковых новостей и мошеннических сайтов. Глубокое обучение – это метод машинного обучения, который предполагает самостоятельное выстраивание общих правил в виде искусственной нейронной сети на примере данных во время процесса обучения. Обучение нейронной сети, особенно для систем машинного зрения, обычно проводится с учителем, то есть на конкретных примерах данных с предварительно определенными для них результатами. Глубокое обучение как метод предполагает определенную форму искусственных нейронных сетей, которые сначала необходимо обучить на примерах данных. Обученную ИНС можно применять для выполнения соответствующих задач. Применение обученной ИНС называется выполнением логических выводов. Во время выполнения логических выводов ИНС выдает результаты анализа данных в соответствии с заученными правилами. Например, это может быть оценка того, содержит введенное изображение неисправный или нормальный объект. Искусственная нейронная сеть состоит из слоев нейронов, которые связаны между собой. В самом простом случае это входной слой и выходной слой. Нейроны и связи можно рассматривать как матрицы. Матрица связей содержит связи между каждым значением матрицы ввода и значениями матрицы результата. Значения матрицы связей содержат весовые коэффициенты каждой соответствующей взаимосвязи. В результате взвешивания входного значения на основе значения в матрице логики заносится соответствующее значение в матрицу результата. Что такое распознавание объектов? Распознавание объектов – это метод компьютерного зрения для идентификации объектов на изображениях или видео. При просмотре фотографий или видео человек может легко распознать людей, предметы, сцены и визуальные детали. Цель состоит в обучении компьютера делать то, что естественно для людей, достичь уровня понимания того, что содержит изображение. Распознавание объектов является важной технологией беспилотных автомобилей, позволяющей им распознавать знаки остановок или отличать пешехода от фонарного столба. Он также полезен в различных приложениях, таких как идентификация заболеваний в биовизуализации, промышленном контроле и роботизированном зрении. Распознавание объектов и обнаружение объектов. Обнаружение объектов и распознавание объектов являются схожими методами для идентификации объектов, но они различаются по своему исполнению. Обнаружение объектов – это процесс обнаружения экземпляров объектов на изображениях. В случае глубокого обучения метода обнаружения объектов – это подмножество методов распознавания объектов, когда объект не только идентифицируется, но и располагается на изображении. Это позволяет идентифицировать несколько объектов и размещать их на одном изображении. Основы Natural Language Processing для текста. Natural Language Processing, далее NLP, обработка естественного языка, подраздел информатики и AI, посвященный тому, как компьютеры анализируют естественные языки. NLP позволяет применять алгоритмы машинного обучения для текста и речи. Например, мы можем использовать NLP, чтобы создавать системы вроде распознавания речи, обобщения документов, машинного перевода, выявления спама, распознавания именованных сущностей, ответов на вопросы, автокомплита, предиктивного ввода текста и так далее. Сегодня у многих из нас есть смартфоны с распознаванием речи, в них используется NLP для того, чтобы понимать нашу речь. Также многие люди используют ноутбуки со встроенным в ОС распознаванием речи. Например, Cortana, Siri, Gmail. Как работает самая передовая нейросеть в мире?
Generative Pre-trained Model 3. Это третье поколение алгоритма обработки естественного языка от OpenAI. Он станет вашим настоящим другом и помощником, поскольку будет вести себя именно так, как вы ему скажете. GPT-3 – это специальный алгоритм, который может выполнять различные задачи по обработке человеческой речи. Он может выступать в роли писателя, журналиста, поэта, автора, исследователя или бота. Главной изюминкой GPT-3 является его огромный корпус данных и бесконечные возможности обучения. Само обучение не является предметно-специфичным, но позволяет алгоритму научиться выполнять любую предметно-специфичную задачу. Попросите алгоритм написать SQL-запрос, и он справится. Попросите его помочь в сочинении текста на спортивную тематику. Он также сможет это сделать. OpenAI представила инструмент Codex. Он переводит английский текст в программный код. Достаточно написать, что требуется от программы. Новый инструмент OpenAI на основе машинного обучения должен помочь профессиональным разработчикам ускорить процесс программирования, а начинающим начать кодировать, пишет The Verge. Пользователю нужно написать на английском, что требуется от программы, и Codex сам напишет код. Инструмент можно использовать для создания простых веб-сайтов и игр, а также для перевода между разными языками программирования. Беспилотный автомобиль, также робомобиль. Это транспортное средство, оборудованное системой автоматического управления, которое может безопасно передвигаться без участия человека. Тестирование беспилотных автомобилей происходит в различных режимах, которые можно разделить на три основные группы. Тестирование алгоритмов в виртуальном симуляторе, тестирование на закрытых треках и полигонах, тестирование на дорогах общего пользования. Интеллектуальные роботы. Робот – это технический комплекс, предназначенный для выполнения различных движений и некоторых интеллектуальных функций человека и обладающий необходимыми для этого исполнительными устройствами, управляющими и информационными системами, а также средствами решения вычислительно-логических задач. Эволюция представления о путях развития робототехники, ее целях и задачах весьма схожа с тем, что наблюдается с такой областью, как искусственный интеллект. Декларируемые общие принципы и, как казалось, понимание путей достижения некой глобальной цели исследования сменилось узкой специализацией, множеством частных, зачастую не связанных между собой подцелей и направлений. В настоящее время различают три поколения роботов. Программные работают по жестко заданной программе, циклограмме. Адаптивные имеют возможность автоматически перепрограммироваться, адаптироваться в зависимости от обстановки. Изначально задаются лишь основы программы действий. И интеллектуальные задания вводятся в общей форме, а сам робот обладает возможностью принимать решения или планировать свои действия в распознаваемой им неопределенной или сложной обстановке. Учебные роботы LEGO Mindstorms Education EV3 – это третье поколение робототехнических конструкторов серии LEGO Mindstorms. Данный набор разрабатывался в Массачусетском технологическом институте совместно с компанией LEGO. Вы можете конструировать роботов с множеством датчиков и моторов или измерять расстояние, освещенность, температуру, проводя научные эксперименты. Первый LEGO Mindstorms RCX был выпущен в 1998 году, основой для которого послужил микроконтроллер H8. Следующим поколением стал LEGO Mindstorms. Нанороботы. Нанороботы – это роботы размером сопоставимые с молекулой, менее 10 нанометров, обладающие функциями движения, обработки, передачи информации, исполнения программ.
Нанороботы, способные к созданию своих копий, то есть самовоспроизводству, называются репликаторами. Возможность создания нанороботов рассмотрел в своей книге «Машины создания» американский ученый Эрик Дрекслер. Возможные области применения нанороботов: ранняя диагностика рака и целенаправленная доставка лекарств в раковые клетки, биомедицинский инструментарий, хирургия, фармакокинетика, мониторинг больных диабетом, производство посредством молекулярной сборки нанороботами устройства из отдельных молекул по его чертежам, военное применение в качестве средств наблюдения и шпионажа, а также в качестве оружия. Потенциальные возможности использования нанороботов в качестве оружия демонстрируются в некоторых фантастических произведениях: «Терминатор 2», «Судный день», «День, когда остановилась Земля», «Бросок кобры». Космические исследования и разработки, например, зонды фон Неймана. Прежде всего, что такое аппаратное обеспечение искусственного интеллекта и чем оно отличается от обычного оборудования, к которому мы привыкли. По сути, когда мы говорим об оборудовании искусственного интеллекта, мы имеем в виду какой-то тип ускорителей искусственного интеллекта, класс микропроцессоров или микрочипов, предназначенных для ускорения обработки приложений искусственного интеллекта, особенно в машинном обучении, нейронных сетях и компьютерном зрении. Они обычно проектируются как многоядерные и ориентированы на арифметику с низкой точностью, новые архитектуры потоков данных или вычислительные возможности в памяти. Идея ускорителей искусственного интеллекта заключается в том, что большая часть задач искусственного интеллекта может быть в значительной степени параллельна. Например, с помощью графического процессора общего назначения видеокарта может использоваться в реализациях массовых параллельных вычислений, где они обеспечивают производительность до 10 раз выше, чем процессоры. Каковы наиболее важные новые возможности оборудования искусственного интеллекта? Поскольку потребность в вычислительных ресурсах для обработки новейшего программного обеспечения растет в геометрической прогрессии, отрасль ждет нового поколения микросхем искусственного интеллекта, которые будут иметь новые возможности. Большая вычислительная мощность и рентабельность. Аппаратные решения AI следующего поколения должны быть как более мощными, так и более экономичными, чтобы соответствовать потребностям сложных моделей обучения. Облачные и пограничные вычисления. Новые кремниевые архитектуры должны быть адаптированы для поддержки глубокого обучения нейронных сетей и алгоритмов компьютерного зрения с обучающими моделями в облаке и предоставления повсеместного искусственного интеллекта на периферии. Более быстрое понимание, чтобы быть полезными для бизнеса. Решения искусственного интеллекта, как программные, так и аппаратные, должны обеспечивать гораздо более быстрое понимание поведения и предпочтений клиентов, что может улучшить продажи и удовлетворенность клиентов, модернизировать производственные процессы и время безотказной работы и снизить затраты. Новые материалы. Проводятся новые исследования по переходу от традиционного кремния к разработке оптических вычислительных чипов, оптических систем, которые намного быстрее, чем традиционные процессоры или графические процессоры. Новые архитектуры. Есть также новые типы архитектур, такие как нейроморфные чипы, архитектура, которая пытается имитировать клетки мозга. Если вы пытаетесь обучить нейронные сети на периферии или в облаке, такие архитектуры будут иметь огромное преимущество. Ну и давайте сделаем заключение. В принципе, к искусственному интеллекту следует подходить комплексно, учитывать положительные и отрицательные стороны, от восхитительного до обыденного, от аппаратного до программного обеспечения. Дело в том, что в природе нет универсальной иерархии в плане интеллекта.
Мы по умолчанию считаем себя умнее остальных существ, но, к примеру, белка способна запоминать местонахождение тысячи тайников с запасами, что не под силу даже очень умному человеку. А у осьминогов каждое щупальце способно мыслить и действовать самостоятельно. Также и с искусственным интеллектом. Он уже превосходит нас во всем, что касается сложных вычислений, но по-прежнему не способен сам ставить себе новые задачи и решать их, подбирая нужные данные и условия. Это ограничение в последние годы пытаются преодолеть в рамках сильного искусственного интеллекта, но пока безуспешно. Надежду на решение этой проблемы внушают квантовые компьютеры, которые выходят за пределы обычных вычислений. Зато мы в ближайшем будущем сможем заметно расширить свои возможности с помощью искусственного интеллекта, передавая ему рутинные и затратные операции, общаясь и управляя техникой при помощи нейроинтерфейсов. На этом наш урок подошел к концу. Спасибо большое за внимание.